نخسوق خي حديخ 41 градус يعوخ الميوين فدد داز ودواخن حال اشتحون قوش تيبارة ليلج دخيا دواخن خي حدل ديج دوش علود اخاري جوب عدن خيد عدل ما يشوش وش يا ازود اخاري جوب فدد داز اخاري حيديال دوخ 42 градус ميوين فدد داز سيسر بتشاق مياخي انرقي خيد عدن تاس انرقي خيد هاد يقول بالله نخبوز. На этом видеообращении глава администрации села Инарки Адам Катиев призывает директора ГУП «Ингуш регион водоканал» со всей ответственностью отнестись к своим служебным обязанностям. Он выражает общую просьбу сельчан как можно быстрее дать им воду, острую нехватку которой они испытывают уже месяцами. Еще неделю назад Абукар Кастуев заверял главу республики Махмуда Али Калиматова в том, что в селении Инарки уже есть вода. Полностью когда будет? Вот по возможности, когда будет вода? Какие населенные пункты? Назрань-Назарский район. Дальше вошли. Плиева. Инарки Хибуди. Они уже делись. Благодаря Аллаху. Нахер, доктор дал здесь. До дезве, схи худ должно хади по мере возможности. Ну, Allah дуачиш, хад мархаз гастишхони, собаш квартали, мархаз гастишхони, цамахи один даст. Сам же Абукар Кастуев на встрече с местными жителями в здании администрации села приводит множество причин плохого водоснабжения как здесь в Инарках, так и во всем Малгобекском районе. По его словам, самостоятельные врезки на магистральных водопроводных сетях стали основным фактором водного коллапса в селе. И поэтому вода поступает не ко всем жителям. Также он рассказывает, что тогда на водонасосной станции в Гамурзиево факт бесперебойной воды в Инарке не подтверждал. Я сказал, воду я буду поставлять. В Инарках мы воду поднимаем. Мы поднимем воду Инарки. Мы если насосы поставим от этого, я им сказал, я ему главе республики сказал, что в течение 10 дней мы насосы поставим, мы увеличим добычу воды до 10 тысяч кубов. Это получается от общего объема 10-15% мы увеличим воды. И мы увеличим воду, я вам говорю, увеличим. Это очень серьезная работа. Мы об этом разговаривали с зампредседателем правительства Фатаховым. Необходимо от этого магистрального водовода, который у нас идет, с Кантыша и с Сунежского ГНС, она длиной 94 километра. Необходимо оттуда убрать, от этого водовода убрать всех подключенных к данной магистральной трубе. То есть это решит проблему водоснабжения, да, в Инарки? Решит, да. Обойдя несколько улиц и домовладений, да и просто опрашивая местных жителей, становится ясно, воды здесь нет и не бывает месяцами. К примеру, заржавевшие краны, высохшие растения здесь во дворе дома Тичоевых яркое тому подтверждение. Хозяйке домовладения Марем Тичоевой 71 год. Бабушка с 3 внуками уже просто отчаялась. Бәсте, йоқа еле да отхиду аш да хал нәрсе жүзәр мәсе доғаден латырды. Оза жүзәр доғден. Көтміш кметі адот хидат. Беріш хидесте, луч беріш яйчхан хидесте, дуатшыды қерхи. Лида Катиева, как и большинство жителей села Инарки, в ожидании решения проблем водоснабжения, запаслась огромным терпением. А вот запасы воды в доме иссякли, тому свидетель и этот иссохший колодец. Подав заявку на подвоз воды, она уже через полчаса наполняла свой колодец водой. Подвоз воды осуществляется регулярно, рассказывает Адам Катиев. Правда, та техника, которая есть в наличии сегодня, не в силах полностью обеспечить потребности 7 тысяч односельчан. Ну, халга ханит проблем, ну, хансан чуа ханят. Новый насос шхамаж отьями юахи, дикинг сатушидет ходал мугладал, андал худ юах тход. Хи, ханаж сан шинкера вообще хандуас хи, уже тагна 700 кубов хат яхкайтхон. Метки, а так остро нуждающим мал обеспеченным, сказать, что воды здесь совсем нет, не позволяет имеющийся запас в объеме 700 кубических метров. Вся эта вода рассчитана на жителей 2 селений, Инарки и Псидах. Сюда вода поступает прямиком в накопительные резервуары из Кантышевского и Сунжинского водозабора. Практически основные населенные пункты Малгобекского района испытывают нехватку воды. Особенно остро у нас стоит проблема в Акиюрте. Уже 2 недели вообще ни одна капля воды из разводящих сетей не поступала. Со своей стороны, в меру своих возможностей, мы организовали подвоз воды.
в этой ситуации максимально всю возможную помощь нам оказал глава республики Калиматов Махмуд Алимак Шарипович. В НРК задействованы машины для подвоза воды, не только те, которые у нас есть, поручением главы. Нам направлен транспорт для подвоза воды и с Министерства экологии. Уже третий день они нам помогают. Возвращаясь к проблеме плохого водоснабжения, в селе будет справедливо показать и обратную сторону медали. Местные жители хоть и ждут бесперебойной подачи воды, жалуются на ее отсутствие, но в то же время неохотно платят за услуги ЖКХ, ссылаясь на то, что оплачивать такой редкий ресурс не имеет смысла. В общем, замкнутый круг. Я работал 2 года директором водоканала Малгобекского района. Ситуацию знаю не понаслышке. Процент сбора за потребленную воду у нас в районе составлял 7%. Учитывая, что водоканалы, организации хозрасчетные, они должны поставлять воду, зарабатывать на этом деньги, содержать систему в рабочем состоянии и обновлять ее по мере необходимости за счет средств потребителей. Но потребители у нас категорически не хотят платить. Вопрос водоснабжения стоит для жителей села Инарки остро. Важно отметить, что на протяжении долгого времени проделывается немалая работа по восстановлению водных коммуникаций почти во всех населенных пунктах республики. Свой вклад жители могут внести в это дело простым человеческим пониманием. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.